Серия книг «След татар в истории». Книга первая. Кругом одни татары. Глава 5. Гаяс Исхаки. Гаяс Исхаки – человек-комета. Человек, устремленный в звездное небо. Но приблизившись к очередной звезде на расстояние вытянутой руки, он неожиданно меняет маршрут и отправляется в погоню за другой сияющей звездой. При этом ни на йоту не отступает от своих внутренних убеждений и принципов. Гаяс Исхаки мог стать министром по делам мусульман во временном правительстве, созданном после февральской революции 1917 года. Однако, помня свое тусклое общение с его председателем Александром Керенским, отказался от этой сомнительной перспективы. Гаяс Исхаки, будучи социал-революционером, мог стать ближайшим соратником Ленина и Сталина. Однако, почуяв нутром ошибочность коммунного пути, остался верен идеалам крестьянской партии эсеров, выступавших за равенство всех народов Российской империи. В отместку мстительный товарищ Сталин прикрыл издаваемую им газету «Иль. Родина» с формулировкой «за контрреволюционное направление и провокационное отношение», приказав арестовать непокорного бунтовщика. Обманув чекистов, Исхаки бежал из Чистополя в Саратов, а потом в Финляндию. Гаяс Исхаки, обладая огромным авторитетом в тюркско-мусульманской среде, Габдулла Тукай называл его предводителем всех татар, мог стать первым президентом независимого штата Идель-Урал, возникшего на бурных волнах Октябрьской революции 1917 года. Однако Исхаки, считая выпускника Сорбонны, юриста Садри Максуди, более достойным, уступил этот пост ему, а сам довольствовался скромной должностью главы комиссии по внешнеполитическим отношениям. Ну, что-то вроде министра иностранных дел. Гаяс Исхаки, сидевший в Российской империи в одной тюремной камере с будущим премьер-министром независимой Польши Юзефом Пилсудским и возглавлявший в этой стране мусульманскую тюркско-татарскую общину, мог совершить блестящую политическую карьеру. Ну как же, президент страны его давний друг-кореш, по тюремной камере еще. Ну да, с помощью Пилсудского в 1928 году Исхаки создал в Варшаве Центральный комитет независимости Идель-Урала и начал издавать журнал «Милли Юл. Национальный путь». Однако, вернувшись после длительной командировки с Дальнего Востока, писатель решил перебраться из Варшавы в Берлин, где жила его дочь. Обладая открытым и взрывным характером, Гаяс Исхаки был всегда на виду. Мы уже рассказывали в главе об Александре Куприне об одном, скажем так, криминальном случае. Исхаки, так же, как и Куприн, который, кстати, гордился своим татарским происхождением, собирался ехать в Петербург, чтобы убить там царского цензора Смирнова за то, что тот удалял целые листы из его литературных сочинений. В этом был весь Гаяс Исхаки со своим неудержимым и бесстрашным татарским норовом. Если перед ним стоял выбор, как разрешить ту или иную проблему, кардинально или эволюционно, он всегда выбирал революцию. Как Александр Македонский, предпочитая одним взмахом меча рубить Гордиев узел. Где бы Исхаки ни проживал, ни пребывал, в России, Германии, Польше, Финляндии, Китае, Японии, Корее, в Арабистане, где он только не был, писатель всегда находился как на глазах широкой общественности, так и под прицелом различных спецслужб.
царская охранка, сталинский НКВД, гитлеровская гестапо, разведки ряда европейских и азиатских стран все неустанно следили за действиями и высказываниями татарского активиста. Какие только ярлыки на него не вешали. Пантюркист, сепаратист, враг народа, немецкий, польский, японский шпион и даже почему-то агент Москвы. Все эти надуманные лейблы, ветры истории, если еще не совсем сорвали, то обязательно сорвут и унесут в небытие из биографии выдающегося татарского писателя и общественного деятеля Гаяза Исхаки. А вот правда останется. Если Габдулла Тукай, которого часто сравнивают с Пушкиным, считается родоначальником татарской поэзии, то Гаяза Исхаки, которого можно, наверное, сравнить с графом Толстым, многие по праву считают родоначальником светской татарской литературы. Тукай – главный поэт, Исхаки – главный литератор. В вехе своего творческого, политического и духовного пути писатель, чье полное имя Мухаммад Гаяз Исхаки, отобразил в своих произведениях, их более 60, которые долгое время были недоступны российским читателям. Назовем главные из них. Икеис Елдансон Нкайрас. Исчезновение через 200 лет. 1903 год. Пророчество о гибели татарского народа. Драма Залиха. 1918 год. О насильственном крещении татар. Пьеса ставилась в татарских театрах до 1923 года. В 1992 году постановки были возобновлены. В 2005 году был снят фильм. Идель-Урал. Памфлет об основных этапах общественно-политической истории татар. Издан на 6 языках, в том числе на татарском в Берлине в 1933 году и в Токио на японском в 1934. Улуг Мухаммад. 1944-47 годы. 3 года писал. Последнее масштабное творение Гаяза Исхаки, умер он в 1954 году в Стамбуле, объемный труд о первом казанском правителе, написанный им уже в эмиграции в Турции, где автор в художественной форме рассказывает о зарождении и развитии Казанского ханства.